Аишка. Так. Доброе утро, если хорошие друзья. Мое утро началось с моей внучки. Ти мама не косявится, гаези. Аишка, на. Ти мама золотой. На. Аишка не в духе, что мамка ее уехала, но еле-еле обманулась перепелятами. На, покорми, на, покорми. Ты костянешь, идти, ты костян. Ты костян будешь. Аишка, дали как корм дали. Няма, хая, йохи. Ну что, Аишка? Аиша. Мистёхцар, Аиша. Хаези мамига. Няма, хая, йохи. Аиша. Ажуда Алига гихадаях, красаях. Они сейчас выпадут все. Ну, корми давай, смотри, они голодные утром. Она не в духе еще. Сегодня нянька у нее выходная, а дочке на работу надо было. Вот она еще с утра мне ее привела. Она так ревела, но еле успокоилась, увидев маленьких перепелят. В тот раз она у меня была, и же не было. А я же меня. Золотой. Ой, ти мама золотой. Акась. Ти мама колёси. Ти мама колёси. Ой, сейчас выпрыгнет. Ладненько. Так, ну как, помощница пришла, бабушке уже легче, все. Все, как, очмял хоту. Обойди грязь. Эштаго или эштаго, Эшка. На, давай, выгоняй птицу, давай. Давай, Эшка, давай. Давай, до лёхи сега, до лёхи. Ага. До лёхи. Очмела хоту. Так вот, он чего, да, меня хоту. Аишка. Ну, вот так вот, давай, что. Мама, схаяй, угла. Давай, выгоняй, давай, да, Лёхи. Аиша. До лёхи, бабушка, что ли? До лёхи. Вот так. Аишка, ты что это собрала? Ух ты, посмотри, у Аишки сколько фундука. Хакуль, хажите, мама, хажите. Алс, мой яхья. Алс, бяка такая, бяка, халш. Нехороший. Да, мама, да, мама. Аишка, да, мама. Да, мама, ах ты жадоба. Аю, да, мама. Ой, жадина. Сегодня целый день ничего с ней не делаю, целый день за ней только бегаю. Пошла фундук там собрала. Хаю малини, они хаили. День прошел, ничего не сделала. Сестра приехала, гости, дочка приехала к обеду, пока с ними болтали о свадьбе, о том, о сём. Уже вечер, а я ничего не сделала. Ой, какая кислая малина. Ладненько, друзья. Походу, надо что-то снять, чтобы вы без меня не оставались. Не знаю, что я буду снимать. Походу, покажу вам. Маша! Почему не здрасте, не до свидания? Фалдижурс. Ну поздороваться же надо, наверное. Сколько тебя не было? Месяц. Вот месяц маму не видел, даже не здоровается. Представляете? Одна орешки не дает. Да. Другой не обнимает. Ничего, Ибрашка, Ишка. Ба эндиец. Да. Да, Ибрашкин, ба. Демерих, Ибрашкин. Ну, приехал теперь, за которым надо будет мне убирать носки, собирать брюки, собирать бутылки из-под воды. Вот поставила избиваться. Масло будет быстро. И уже почти разогрелся у нас творог. Еще корову, друзья, не доела. Еще ужин, ничего не знаю. Даже думаю, соображаю, что приготовить на ужин.
Надо что-то на ужин готовить. И сейчас будет шум, и меня не будет слышно, так что я отключусь, наверное. Я забуду. Уже все, масло готово. Папка отделилась. И соберу ее, а то она уже там поднялась. Масло уже. Все уже готово. Так, просто здесь негде устанавливать штатив. Придется мне все-таки вам показать уже готовое масло. Так, вот видите, папка отделилась. Маслица вот. Так, у меня еще одна кастрюлька масла тоже сделаю. Вот это вот не свежее, ну чуть-чуть она стояла дня 4-5, вот, которая тут такая пахнет вкусная, девочки, она кисловатая. Я очень люблю ее пить, особенно немножко в холодильнике, в холодном виде. А вот со свежей сметаной мне пахта не нравится, она бывает сладкая и невкусная. Вот, чтобы чуть-чуть была кислинка, она очень вкусная бывает. Так что молочные продукции безотходные, все, что производится, буквально все можно есть, пить. Употреблять, ничего не выкидывать. Вот так вот. Еще одну кастрюльку теперь сбью. И потом, наверное, перетоплю. Сегодня не лягу, не перетоплю. Вот смотрите, что тут притворяет моя внучка. Мы чё, Ханс? Принесла камень и побежала, как только начала снимать. И на столе начала орешки бить. Так, у меня сегодня нежданные гости. Приехала сноха с детьми и обслуживает свою заловку. Тут сидит. Как будто бы я не заловка. Мне не дает кушать. Мансур, как дела? Привет, Алха, Берзу, Мансур. Привет, Алха. Привет. Камила, привет. Привет, Камила. Вот так. Это хорошо. И Абдулла тут. Абдулла, привет. Привет. Мадина не сядет. Так, у нас еще обычай такой. Я все время объясняю обычай, что сноха, сноха, как получается, моего брата, моего племянника, жена не садится с нами, со старшей тетей, он со мной еще сядет, а со старшей, вот, с моей сестрой не сядет за стол. Сноха наша Мадина, а я же Мадина обслуживает. Приехали не просто, быстро на скорую руку приготовила, даже не знаю, что там сделала. Специально приехали, чтобы я не готовила попозже. Ну что, 10 лет. Через 10 лет. Абдулла, вы Абдулла? Будешь вахать сейчас, Абдулла? Так, кого? А, маленького нет, Мухаммеда нету, да? Камила. Красавица. Так, приехали проведать бабушку. Я тут где снимать, все дорого снимать, все снимаю. Камила, погладить, я погладить. Ой. Загнать, да? Издевайся над кошкой. Мансур, бить не бей, пожалуйста. Да, вот так Согласна. يا هاي وخم خمقين بيها هاي نو يا نرحن زقين ولين از رزل شاكوها هاي شو مو يجي جدول شلون بيرجنخ إيش ديال هم قعدوا أفكر شو مو يجي جدول هاي بيحكم باركوش конечно
الله يأذر باش دوش حمدا نقول حمدا واتي الحمد لله Hamdi ya canım hamdi. Если бы чужие люди здесь были, другое дело. Там все свои. ай, müyetsin. İyi, adminitsu. ما بابا شوشكا خد خدك دو جايتي حمي يهدي سرير Хажве Мухаммед у нас еще один проснулся. Вон сколько нас. Мухаммед. Мухаммед. После гостей был ураган. Ничего, мы как-нибудь справимся после гостей. Абдулашка, води. Это же правнуки. Бабушка с правнуками. 4-5. Еще 5, да? А этих здесь сколько тоже 5? 10 правнуков. Абдуля! 10 был, правда. Всего 10. Что-то вас много набралось. Да, ну мало, если бы у моих уже дети были, знаешь, сколько бы их было? Ну да. Если бы сейчас еще Муса женился. Так, смотрите, как наша Аишка ест сметану. Так, вы только на Аишку смотрите, а то у нас на кухне бардак после вчерашних гостей. Мы нормально не убрались. А после Аишки сметану куда девать? Есть. Вот заберете к себе и будете есть. Да, сейчас доехать. Пойти. Аишка, хозби. Да, хозби. Аиша, почему-то, вытирая лицо, вытерла открытый рот, а подбородок оставила грязным. Укусь да хак, Аиша, укусь да хак. О, молодец. Вот, О, молодец. Умница. Вон молодец. Саши сюда, уже пережил, его. Ай, Так, тут Саянич. дочка затеяла блины, но младшему сыну моему не понравилось. Ты, говорит, невкусно делаешь блины. Книги, жишалящие, с пятилетками посуду моют. Эшка, Фудур, понял? Нет, да. Так, наше утро. О, О, как сметану мы едим. Вы ели так сметану? Причем жирная сметана, представляете, какая? Друзья, Ирзик Халшин, доброе утро. Я просто хочу сделать типа обращение. Ролик я просто смонтировала уже, это добавлю. Но мне только буквально 5 минут тому назад позвонили, сказали, что у меня умерла тетя. Ну, моего отца, брата, жена. Ну, бабушка была уже ей под 100, по-моему, лет 98. И вот только сообщили. Как раз у меня сестра здесь. Мы сейчас едем на похороны к ней. И, скорее всего, 3 дня будем там. Я не знаю точно. Ну, может, буду приезжать, уезжать, потому что мама же у меня еще. Но пока дочка сегодня здесь. И как хорошо. Алхамдулилlah, все-таки Аллах знает, что делать. Сын приехал, за бабушкой будет кому посмотреть, а то бы мне нельзя было там посидеть, там быть, во-первых, не то что посидеть, а там быть на похоронах. Я очень любила эту свою тетю и очень люблю двоюродных сестер, особенно младшую сестру. Я уже говорила, что у меня младшая сестра замужем за чеченца. Это вот дочка этой бабушки, которая умерла сегодня. И мы с ней очень привязаны друг к другу, и мне надо ее поддержать и быть там с ними. Но мне и так надо быть с ними, там, если бы даже мы не были привязаны, но все равно у нас такая, я бы не сказала, даже дружба. Мы действительно с ней как родные сестры. И бабушка, которая умерла, вот тетя, она была таким хорошим, чистым человеком, в действительности.
И вот я не помню, сколько я, она же тоже взрослая, уже мне 53 года, сколько я себя помню, ни разу, чтобы она там сказала плохого слова, ни разу, чтобы она сплетничала и говорила о ком-то. Ни разу я этого не слышала. В действительности человек был чистый. Чтобы бабушка попала в рай, я надеюсь, она и попадет, потому что в действительности человек был очень чистый. Друзья, если меня не будет, я не буду выходить с роликами 2-3 дня в эфир, то вы меня не забывайте и не думайте, что что-то произошло, я поэтому делаю, поэтому вам это говорю. Может быть, смогу что-то снимать, я вряд ли что-то смогу. Но если вот вечером, когда там бывает зикр, если я смогу снять, я сниму и покажу вам тоже обычаи, конечно, у нас, если получится. Но если нет, так имейте в виду, что меня просто нет несколько дней, и не пропадайте, не отписывайтесь, будьте со мной. Ну вот как-то так, друзья. Извините меня, если что не так.